Сбила ребенка и скрылась с места наезда. Все произошло еще 6 августа во дворе одного из домов на улице Альфии Авзаловой. Момент наезда попал в объектив камеры наблюдения. Но о том, что 8-летний сын попал под машину, родители узнали только через 3 дня после случившегося. В ГИБДД же об этом узнали только сегодня. Почему? Ответы у Нафисы Минязовой. Говорю, что случилось, скажи правду. 3 дня 8-летний мальчик скрывал от родителей то, что его сбила машина. Придя домой весь в синяках и ссадинах, рассказал, что упал с качелей. Правду говорить не стал, боялся расстроить свою беременную мать. О том, что произошло на самом деле, он сказал лишь старшему брату. 12-летний мальчик от родителей ничего скрывать не стал. Ноги сняк, бедро, спина, царапина. Тогда родители стали разыскивать очевидцев наезда и просматривать съемки с камер видеонаблюдения. Именно эти кадры быстро разлетелись по социальным сетям. Увидев, как их сына сбивает темная Лада Калина, были шокированы. Ведь женщина, как они утверждают, сидевшая за рулем, сбив ребенка, просто уехала, даже не притормозив. Мальчику помог случайный прохожий. Видео, которое попало в объектив этой камеры, родители пострадавшего мальчика выложили в социальных сетях, чтобы найти того человека, который сбил их ребенка. Однако пользователи разделились на 2 фронта. Кто-то стал их поддерживать, а кто-то, наоборот, начал обвинять в том, что они не научили своего ребенка, как правильно слезать с велосипеда и именно переходить проезжую часть. Родители согласны, сын должен был посмотреть по сторонам и не выскакивать резко из-за припаркованного автомобиля. Тем более о правилах безопасности он знает. Но это не повод скрываться с места наезда, не оказав помощи и не узнав о состоянии пострадавшего мальчика. Конечно, объясняем. Все ребенка объясняем. Но если вот здесь ругались, через 15 метров они забудут. В ГИБДД они обратились только сегодня, получив доказательства наезда. Сегодня же отправили мальчика в больницу. С момента происшествия у него высокая температура. Делом уже заинтересовался Следственный комитет. По факту наезда на ребенка следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливается личность женщины, наехавшей на ребенка. Водителя этой «Лады» теперь разыскивают автоинспекторы. За оставление места ДТП автоледи именно девушка, как утверждают очевидцы, сидела за рулем. Грозит штраф и лишение водительского удостоверения. Но степень вины каждого предстоит установить при уже детальном разборе наезда.